В эфире новости, в студии Анастасия Кобузева. Здравствуйте. Вот главные темы. Огнеборцы держат ситуацию с пожарами в регионе на контроле. Сколько очагов возникло за сутки и сколько удалось потушить. Массовые мероприятия для детей под запретом до конца года. Роспотребнадзор установил особые санитарные правила для школ, детских лагерей и садов. Природный заповедник Медвежьи острова появится в Якутии. Какие территории он охватит? – 37 лесных пожаров возникли в Якутии за сутки, 73 потушили. По данным авиалесоохраны, на территории региона действуют 183 природных пожара. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. На тушение пожаров за сутки привлекались более 1000 человек и более 120 единиц техники. С начала пожароопасного сезона на территории региона зарегистрировано 622 природных пожара. За аналогичный период прошлого года их было 1110. Следует отметить, что за сутки количество пожаров уменьшилось на 37 очагов в связи с выпадением осадков и ликвидацией пожаров. Площадь пожаров уменьшилась более чем на 100 тысяч гектар. Сложная обстановка сохраняется на территории Верхнеколымского, Верхоянского, Жиганского, Мирнинского, Момского, Среднеколымского, Тампонского и Эвено-Бытантайского районов, где зарегистрировано 132 природных пожара на площади более 1 миллиона гектар. Напомню, что на этой неделе сложилась непростая пожарная обстановка в селе Батагай Верхоянского района и в селе Кустур Эвено-Бытантайского района. Для недопущения угрозы населенным пунктам привлекли авиацию МЧС России. Огнеборцы на вертолете Ми-8 произвели 30 сбросов и слили 90 тонн воды на территорию Эвено-Бытантайского района. А в поселке Батагай на помощь пожарным пришел дождь. В данное время пожар локализован около Батагайской нефтебазы. На участке ЛЗК также вчера почти был локализован. И новый пожар возник около Батагайского аэропорта. И сегодня как раз идет дождь. И, конечно же, помощь дождя и подразделения, которые работают по тушению пожара, мы думаем, что завтра все должно быть локализовано. Вчера на вертолете Ми-8 главного управления МЧС Республики мы съездили в Кустур Эвено-Бытантайского улуса. И там также у нас достаточно хорошо. Мы там оставили бригаду для тушения пожара ГАУ «Якут Лесресурс». Также привезли от материального резерва правительства республики необходимые оборудование для тушения пожара. 45 новых случаев коронавируса выявлено в Якутии за минувшие сутки. География следующая: 37 заболевших в Якутске, по одному в Абыйском, Ленском, Нерюнгринском, Хангаласском, Оленёкском и Татинском районах, 2 инфицированных в Мегино-Кангаласском. 71 человек полностью выздоровел от коронавируса, 1 пациент с COVID-19 скончался. За сутки лабораториями республики обработано около 3000 тестов на коронавирус. Правительство страны выделило 11 миллиардов рублей на выплаты медикам и соцработникам, участвующим в борьбе с коронавирусом. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что Кабмин планирует выделить почти 7,5 миллиардов рублей на выплаты за июль для медиков, которые находятся в непосредственном контакте с больными с коронавирусом. И еще 3,5 миллиарда рублей должны быть выделены на выплаты сотрудникам социальных стационаров, которые также работают с больными с коронавирусом и людьми из группы риска. Роспотребнадзор до конца этого года установил для школ, детских садов и лагерей особые санитарные правила. Итак, детям в обязательном порядке рекомендовано измерять температуру. В лагерях массовые мероприятия разрешены только на открытом воздухе и без непосредственного контакта между детьми из разных отрядов. В школах за каждым классом предложено закрепить отдельный кабинет. В нем будут проходить занятия по всем предметам, кроме тех, для которых нужно специальное оборудование. Например, уроков физкультуры, рисования, труда, физики и химии. Дошкольники также должны заниматься отдельными группами. Игрушки в детских садах будут дезинфицировать каждый день. Помимо этого,
этого до конца этого года Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях на территории других регионов. Исключения будут сделаны лишь для тех, кто проживает в арктической зоне. Профессия курьера стала одной из самых востребованных в России на фоне распространения коронавируса. За месяц спрос на их услуги в Москве возрос на 17,5%. Насколько популярна доставка и курьерские услуги в алмазной столице, узнаем из следующего сюжета. Считаю своим долгом напомнить, Зинаида Павловна, что в обязанности курьера входит сортировка и доставка писем, получаемых редакцией, поездки в город по служебному поручению. А личные просьбы, как то сбегать в киоск за сигаретами и сходить в магазин, чтобы купить к чаю чего-нибудь вкусненького. Благодарю вас. Это в обязанности курьера не входит. Понял, старина? Сегодня, кроме писем и почты, доставить можно все, что угодно. От еды до мебели. Еще лет 30 назад курьерские услуги больше оказывали студенты в качестве подработки. В нынешних реалиях это не просто востребованная работа. На ней еще и платят неплохо. Часто ли вы пользуетесь услугами курьеров доставок? Да, достаточно часто. Что заказываете? Но в основном детские вещи и детское питание. В последнее время, да, часто. Еду, одежду, там что-то не заказываете? Ну, заказываем, но в редких случаях. Стать своего рода курьером на время пандемии коронавируса пришлось и ведущему специалисту Мирнинского ГОКа. Анастасия Макарова каждое утро раскладывает документы и отвозит на предприятие. Синяя папка для третьей фабрики, красная для рудника «Интернациональный». Казалось бы, зачем тратить время на поездки и сбор документов? Можно ведь по электронной почте отправить. Не все документы можно отправить по электронной почте, так как многие документы, там приказы, отпускные удостоверения нужно подписывать работникам лично. Как началась пандемия в городе, когда здание ГОКа закрыто было для посещения людей, работников, тогда мы начали предоставлять такие услуги. А в этой коробке уже не бумаги и документы. Сочную пиццу курьер Александр Литвинюк кладет в термосумку. Через 20 минут она уже будет у заказчика. Доставка до подъезда стоит 150 рублей. И за день таких заказов может быть до 40. Это подработка у меня на выходные, свободное время, так что очень даже и заработок неплохой. Тем более сейчас то, что люди на самоизоляции, никакие кафе там, грубо говоря, не работают. И тем более самому нравится. Продукты, одежда, бытовая химия, цветы и даже ювелирные украшения. В условиях пандемии многие не рискуют здоровьем. На улицу лишний раз не идут. Поэтому курьерские услуги как никогда кстати. По данным HeadHunter, заинтересованность работодателей в курьерах за последний месяц выросла почти на 40%, а зарплата соискателей уже поднялась на 20%. Средний заработок курьера варьируется от 18 до 60 тысяч рублей в месяц. Все зависит от компании и региона. Несмотря на то, что открываются торговые центры, кафе, рестораны, цветочные магазины, по словам специалистов, в ближайшее время услуги курьера все равно будут востребованы. Спасибо. Анна Брянская, Алексей Меркулин, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил выдачу субсидий на профилактику коронавируса для малого и среднего бизнеса. Заявление на выплату можно будет подавать через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа. Для подачи заявки бизнесу необходимо работать в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования. Также возможность получения субсидий сохраняется у социально ориентированных некоммерческих организаций. При этом компании не могут быть в стадии ликвидации или банкротства. Размер субсидий на первоначальные расходы для одной компании составит 15 тысяч рублей и еще по 6,5 тысяч рублей на каждого сотрудника. Теперь о важных изменениях, которые с 1 июля действуют в нашей стране. В разных сферах, но все касаются миллионов людей. Например, это индексация пенсий, усиление контроля за микрокредитными организациями или упрощение получения гражданства. Обо всем по порядку. Дмитрий Тымыров.
Поправки в Конституцию, которые одобрили более 3/4 проголосовавших россиян, вступили в силу. Такой указ в пятницу 3 июля подписал президент России Владимир Путин. Обновленный текст основного закона был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации на странице под названием «Конституция президента Российской Федерации». Напомним, всего в Конституции было внесено 206 поправок. В соответствии с этим требуется изменить 98 законов. Теперь о ЖКХ. С 1 июля были проиндексированы тарифы ЖКХ, а также с этого года начинается внедрение умных счетчиков электроэнергии, предусмотренное законом 2018 года. Такие счетчики смогут передавать показания удаленно. Ответственными за этот процесс будут энергосбытовые компании. Теперь можно вернуть деньги за отмененный проезд. С 1 июля вступили в силу постановления правительства, в соответствии с которым пассажиры смогут вернуть деньги при отмене поезда дальнего следования из-за ЧС или угрозы ее возникновения, или введении режима повышенной готовности по всей России или на ее части. Вместо возврата денег пассажир может осуществить поездку по тому же маршруту вагоном того же класса в течение года после устранения обстоятельств, из-за которых отправление было отменено. Медосмотр для водителей по новым правилам. С 1 июля обязательные медицинские осмотры для водителей и кандидатов в водители становятся строже. Он обязательно должен включать в себя анализ на следы психоактивных веществ в моче, качественный и количественный анализ сыворотки крови на карбогидрат-дефицитный трансферин. Прежде такие анализы назначались врачом в особых случаях. Последствия нововведения очевидны из-за 2 новых обязательных анализов. Медосмотр для водителей подорожает. С 1 июля стала обязательной маркировка лекарств. Препараты, поступившие в оборот до этой даты, можно будет продавать до конца их срока годности. Законом предусмотрены штрафы за несвоевременное внесение данных или внесение недостоверных сведений в систему мониторинга. От 5000 до 10 тысяч для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц. Индексация пенсий. Теперь пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями, будут ежегодно индексировать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней. Пенсии и социальные выплаты теперь только на карту МЕР. Выплаты от пенсионного фонда, если они совершаются на банковскую карту с 1 июля 2020 года, должны переводиться только на карту платежной системы МЕР. Упрощение получения гражданства. С 24 июля некоторые лица без гражданства России и иностранцы могут получить гражданство в упрощенном порядке. Нововведение распространяется на граждан Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Украины, на лица, имеющие хотя бы одного родителя гражданина России, проживающего на территории страны. На лица не менее 3 лет, состоящие в браке с гражданином России, проживающим на территории страны. И на лица, получившие после 1 июля образование по аккредитованным программам на территории России и работающие в России не менее 1 года до дня обращения. Также с 24 июля требование об обязательном отказе от иностранного гражданства для получения российского отменяется. Усиление практики для студентов. Так, с 1 июля власти страны ввели новое понятие «практическая подготовка обучающихся». Эксперты считают его шире понятия практики, так как оно подразумевает усиление организации обучения студентов в организациях по их профилю. Это позволит выпускникам получить опыт работы на предприятии и включиться в рабочий процесс сразу после выпуска. Изменения в федеральном законе об основах туристской деятельности в России ведут новое понятие электронной путевки. Законопроект рассмотрят во 2-м чтении в Госдуме 8 июля. Электронная путевка – это единая информационная система, данные которой будут доступны как самим туристам, так и туроператору и госорганам, например, Роспотребнадзору или Ростуризму. Ресурс обеспечит полный сбор и анализ информации о турпродукте, а также защитит права туристов при неисполнении туроператором или агентом своих обязательств. Отрасль переходит на цифру. Электронный документ будет содержать информацию о передвижении денежных средств туриста с момента начала покупки тура и до его завершения, а также реквизиты договора. При этом, как отметил глава Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, это нововведение не повлияет на стоимость путевок и турпакетов для потребителей.
По поводу, значит, цен для потребителя, мы не увидим увеличения цен, потому что ни один здравомыслящий туроператор не будет продавать продукт и не сможет продавать продукт дороже, чем он есть на рынке. У нас высококонкурентная среда в туризме, значит, цены увеличиваться не будут. Российским туроператорам придется вести более рискованный бизнес, доходы их будут снижены, финансовая нагрузка на них будет увеличена. Будут повышаться риски. Понимаете, потому что без конца нужно будет платить, снижать доходность, чтобы присутствовать на рынке. От этого и страдает потребитель, потому что значительно больше рисков попасть к недобросовестному. Будет демпинг, когда будут заниженные цены предлагаться, но не обеспечиваться. Природный заповедник «Медвежьи острова» площадью более 800 тысяч гектаров появится в Якутии. Он охватит дельту реки Колымы, тундровые ландшафты индогиро-колымской низменности, архипелаг Медвежьи острова с прилегающей акваторией Восточно-Сибирского моря. Создание заповедника позволит сохранить редкие и исчезающие виды зверей и птиц и среду их обитания. Архипелаг Медвежьи острова называют родильным домом для белых медведей. На этой территории обитают 27 видов диких животных, включенных в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы. Хозяйственная деятельность и добыча полезных ископаемых в этой природной зоне не ведется. Новый заповедник будет относиться к ведению Минприроды России. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Не переключайтесь.